Для физкультурно-спортивного общества название «Динамо» придумал советский писатель Максим Горький. Благодаря ему появился и девиз «Сила в движении». Символично, что в Казани на улице Горького и был построен спортивный комплекс «Динамо». Сейчас в Татарстане в рядах динамовцев более 25 тысяч человек. Они занимаются по 50 видам спорта. Есть профессиональные клубы и детские спортивные школы. Более 200 человек входят в сборные страны. За вековую историю 21 динамовец Татарстана стал олимпийским чемпионом. Так, на прошедших играх в Токио золотую медаль завоевала рэперистка Марта Мартьянова. Когда спортсмен побеждает на Олимпийских играх, это гордость не только его, это гордость не только его тренера или маленького региона, это гордость всей страны. Люди, которые в «Динамо», это для них спорт – это смысл жизни, это образ жизни. Занимаемся одним делом для того, чтобы люди, живущие в России, были сильными, крепкими, здоровыми, воспитанными в духе патриотизма. С 1998 года татарстанское «Динамо» возглавляет Азгат Сафаров. Как говорят спортсмены, он выстроил слаженное управление обществом и нацелил всех на победу. К примеру, женское волейбольное «Динамо» выиграло все возможные титулы в мире. Мужской клуб по хоккею на траве рекордные 20 раз становился чемпионом России. Благодаря этому его тренера Араика Маргаряна внесли в книгу рекордов страны. Маргарян совсем недавно занесен в книгу рекордов России как тренер, победивший наибольшее количество раз с командой «Динамо Акбарс» по хоккею на траве. Мы уже получили официальный сертификат. С таким отношением к спорту, как у Азгата Ахмедовича, другого варианта не бывает. Я попал в такое динамовское движение, которое создавали все условия, где ты твои тренерские мысли можешь притворить в спортивную жизнь. Роль руководства у каждого, смотрите, разные виды спорта. Попробуйте собрать такую большую команду. Производится огромная работа. То есть это же и не просто же спорт, это же и управлять надо, и какие-то мероприятия проводить. «Динамо» Татарстана считается одним из лучших в стране. Это подтверждают победы на всероссийских динамовских играх. Соревнования юбилейного года пройдут в июне в Казани. Более 2000 участников разыграют награды в 11 видах спорта. Ждут спортсменов и из других стран. Подтвердились это Таджикистан, Казахстан и Белоруссия. То, что касается нашей команды, то, безусловно, состав у нас будет боевой, самый максимальный, который мы можем выставить. Планируем, конечно, хотим мы победить, это все-таки историческое событие. 18 апреля, в день столетия, большое торжество пройдет в Москве. В Татарстане мероприятие намечено на 12 июня, в День России. Дмитрий Айрин, Лисан Саитова, ТНВ, Казань.